эфире программы «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. Вначале коротко о темах к этому часу. Свыше 370 специалистов в эти минуты работают на возведении Ленского моста в самом разгаре строительства очередных опор будущего перехода. В Нерюнгринском районе специальный транспорт обеспечивается бензином в приоритетном порядке. Для них выделена отдельная заправка. В Якутии в этом учебном году предусмотрено 869 целевых квот для абитуриентов. Подать документы на место можно до 25 июля. Город Мирный празднует знаменательную дату – 71-ю годовщину со дня основания. Торжества, посвященные этим событиям, начались с возложения цветов. Ежегодная выставка-ярмарка «Город мастеров» снова собрала умельцев республики прямо в сердце столицы. Узнаем о творчестве и моде. Россияне должны получать жилье вовремя и нужного качества. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, которая прошла в четверг в Кремле. Хуснуллин доложил президенту о выполнении в целом всех базовых планов и задач, поставленных перед строительной отраслью, и выразил надежду на их выполнение в этом году. Отмечено значение беспрецедентной поддержки по ипотеке для строительства жилья в России. Семейная ипотека пользуется спросом, и население гарантированно осуществляет выплаты. У нас по всем видам ипотеки плюс стопроцентное приобретение гражданами жилья. Люди у нас вкладывают в год сколько? Триллионов 15, 16? 16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное, Владимир Ильич, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот. И сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые заплатили. И вовремя. И вовремя. Нужного качества. Технологический суверенитет в энергетике – одна из ключевых задач страны. В Москве на заседании комиссии Госсовета обсудили развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии, внедрение систем накопления и переход отрасли на отечественные технологии. Подробности в следующем сюжете. Возобновляемая энергетика активно развивается во всем мире. Россия также наращивает мощности солнечной и ветровой генерации. Сегодня их доля составляет 2,7% от установленной мощности электростанций энергосистемы страны. К 2042 году этот показатель должен вырасти до 7,3%. Конечно же, самое важное, что сегодня мы видим, что появился технологический задел у российской энергетики в области как раз возобновляемой энергетики. Мы видим, что и по системам накопления энергетики, по непосредственно уже солнечным батареям, по ветряной генерации есть очень серьезные уже решения, которые позволяют говорить о наличии уже полной такой технологической цепочки уже в российской энергетике. Одна из ключевых задач – обеспечить отрасль собственными технологиями от производства оборудования до эксплуатации объектов. Отдельное внимание участники заседания уделили системам накопления энергии. Они позволяют повысить надежность энергоснабжения и компенсировать дефицит мощности. 3 таких объекта планируют создать на юге России. В Крыму до 100 мегаватт и в Краснодарском крае на 100 и 150 мегаватт. Развитие отечественных решений особенно важно для удаленных территорий. Практический опыт уже есть в Якутии. В республике модернизируют энергоснабжение труднодоступных поселков, объединяя дизельные станции с солнечной генерацией. За последние годы здесь реализовали 14 гибридных энергокомплексов общей мощностью 35,7 мегаватта. В этом году планируется запуск еще 3 объектов. Вот в Якутии мы реализуем эти проекты, потому что мы видим существеннейшую экономию очень дорогого дизельного топлива. Как раз на этих проектах она доходит до 25-30%. И вот даже те проекты, которые сегодня уже реализованы,
компании «Русгидро» у нас в Якутии, они позволяют сегодня уже около 5% дистоплива, которое ранее заводилось, на Якутию экономить. Тему развития энергетики, в том числе внедрения новых технологий, накануне Айсен Николаев обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил вице-премьеру Александру Новаку поддержать предложение комиссии Госсовета. Речь, в частности, идет о проекте перехода угольных электростанций от сверхкритических параметров к суперсверхкритическим. Это позволит повысить их эффективность более чем на 50%. Президент дал очень конкретные поручения поддержать те предложения, которые наша комиссия выработала. Мы уже с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Владимировичем Новаком встретились, обсудили. И на Российской энергетической неделе отдельное заседание нашей комиссии по энергетике будет проводиться как раз по дальнейшему продвижению этой темы, чтобы у нас в стране появились новые угольные электростанции, которые будут работать на новых технологиях. По итогам заседания комиссии подготовлены предложения для правительства России. Они направлены на развитие отечественных технологий и укрепление энергетической безопасности страны. Айсана Бурнашова, Виктор Олисов, Москва. Свыше 370 специалистов в эти минуты работают на возведении Ленского моста в самом разгаре строительства очередных опор будущего перехода. Готовится площадка для установки кофердама в проектное положение. С ходом работы знакомилась моя коллега Саргалана Неустроева. Строительство Ленского моста уже вступило в главную фазу. Теперь работы проводятся непосредственно на самой реке. Это важнейший этап возведения любого моста. Но здесь, в Якутии, впервые используют систему кофердамов – конструкций, создающих сухую зону в русле. И вот спустя месяц специалисты вновь вывели ее на воду. Это второй и самый большой кофердам из 3. Это самый большой кофердам, который предназначен для строительства самого высокого пилона вантового моста. Всего в операции задействовано порядка 65 специалистов. Перед тем, как начался процесс самого движения кофердама в русле реки, было несколько раз проведено геосканирование дна реки. Перед этим провели углубительные работы. Со дна был поднят грунт в объеме 62 тысячи кубометров. Как и месяц назад, для того, чтобы сдвинуть массивную конструкцию и установить ее в необходимой точке, понадобилось 3 больших буксира, суммарная мощность которых составляет почти 5500 лошадиных сил. Без помощи Ленского объединенного речного пароходства и его специалистов здесь не обошлось. Да, оказали поддержку, потому что они тоже все понимаем, что сезон короткий, летний, поэтому очень много было совещаний на уровне республики, на уровне руководства компаний судоходных. Но они выбрали время, как раз подстроились под наш вывод кофердамов и предоставили вот эти вот большие суда. Данные суда, они очень большого класса, их очень мало. Главное отличие этой операции по спуску кофердама в том, что он сразу будет установлен в проектное положение. Проще говоря, его утопят. Для этого понадобится всего ничего. 9 насосов, 12,5 тысяч кубометров воды и около 18 часов непрерывной работы. Что ж, никто не говорил, что будет просто. После затопления, когда кофердам сядет на дно, над поверхностью останется порядка 7 метров. То есть глубина затопления составит 10 метров. Работы внутри кофердамов начнутся по прогнозам в августе. Сейчас у строителей нет права на ошибку. 3 кофердама, 3 пилона, 3 основы всего моста. То есть от того, как точно специалисты провели расчеты сегодня, зависит то, насколько прочным окажется сам мост в будущем. Саргалана Неустроева, Элита Махно, Табага. В Нерюнгринском районе специальный транспорт обеспечивается бензином в приоритетном порядке. В этот список входят автомашины МЧС, скорой помощи, полиции, поставщиков питания. Для них выделена отдельная заправка. Также администрация района готова помочь людям, которые нуждаются в срочном выезде, связанном с лечением. Для этого необходимо обратиться в администрацию района с направлением врача. Отмечается, что в ближайшее время количество заправляющихся автомобилей на АЗС будет увеличено на 30%. У нас в пути по 95-му, если бензину, 562 тонны. Мы их ожидаем поступления в течение ближайших 2-3 недель. Работаем сейчас над тем, чтобы ускорить их поступление. Следом более 850 тонн. Планируем, что их отгрузят уже с завода к концу
месяца и, соответственно, 2-3 недели на доставку до нашего района. То есть по 95-му будем наблюдать улучшение ситуации. По дизельному топливу уже в пути по реке 1600 тонн. Соответственно, с доставкой в порт Бестяха 25-26 июля, то есть до конца июля, этот объем будет уже и в Тамоте, и, соответственно, у нас в Серебрянском районе. Помимо этого, ведется работа, чтобы до конца июля дополнительно 1100 тонн дизтоплива было отгружено именно для Южной Якутии. Как видите, здесь понятные решения и сроки по доставкам. Сложная ситуация по 92-му бензину. Но, отмечу, большинство автовладельцев могут заправиться в данном случае 95-м. Порядка 500 тонн есть договоренности с нефтеперерабатывающим заводом. Сейчас решается с датой отгрузки этого топлива. Здесь есть сложности, в круглосуточном практически режиме отрабатываем по этому направлению. В Ленске стартовал ремонт дорог в рамках республиканской программы «Инфраструктура для жизни». Работы начались с самого проблемного участка улицы Победы, где подрядчик «Арарат» уже приступил к снятию старого асфальта. Проект стоимостью 47 миллионов рублей включает не только обновление полотна, но и устройство водоотведения у школы номер 3, а также пешеходные зоны возле магазина «Надежда». Помимо этого, в текущем году новый асфальт будет уложен на улицах Дзержинского и Пионерская. На время проведения работ движение на ремонтируемых участках ограничено. По нашему обращению, хоть и позже аукцион был по улице Победы, мы попросили подрядчика, чтобы он вышел и начал именно с этого участка, самого проблемного. Работы по демонтажу уже выполнены на 65%. Я думаю, в выходные дни, край на следующей неделе, если погода позволит, все подготовительные работы закончатся и уже приступят к асфальтированию. Вторая после Победы будет улица Дзержинского. Там у нас сейчас выставлены бордюры. В принципе, площадка уже готова для проведения асфальтных работ. У нас окончание работ по одному контракту это 1 августа, это улица Дзержинского. По остальным до конца сентября мы должны работы завершить. Я уверен, что мы это сделаем обязательно. В Якутии в этом учебном году предусмотрено 869 целевых квот для абитуриентов, желающих получить гарантированное трудоустройство после окончания обучения. Подать документы на целевое место можно до 25 июля. При этом на сегодняшний день доступно более 500 предложений по различным направлениям подготовки. Подробнее в сюжете Линии Бурцевой. Целевое обучение – это возможность еще до поступления определить свое будущее место работы. Абитуриент заключает договор с работодателем, который сопровождает студента в период обучения, а после получения диплома гарантирует ему трудоустройство. Все предложения размещены на единой цифровой платформе «Работа в России», где каждый желающий может выбрать подходящую вакансию и принять участие в конкурсном отборе. Целевое обучение на сегодня ключевой механизм для решения кадровых задач. И самое главное – это сближение образования и реальной потребности экономики. Для человека же это в первую очередь гарантированное трудоустройство и получение профессионального образования, которое востребовано как в настоящий момент, так и на перспективу. Одной из участниц программы стала студентка 1-го курса физико-технического института СВФУ Айгуля Алексеева. Она обучается по целевой квоте и заключила договор с якутским предприятием магистральных электрических сетей. Во время учебы девушка ежегодно будет проходить производственную практику на предприятии, знакомиться с будущей профессией и коллективом. Кроме того, работодатель выплачивает ей ежемесячную стипендию. Через 3 года я буду уже официально трудоустроена здесь, сразу же после того, как сдам дипломную работу. Я думаю, что для абитуриента очень хорошо знать уже, в какую компанию ты идешь. Ты знаешь своего работодателя, ты уже знаешь, где ты будешь работать, своих коллег будешь знать, будешь ознакомливаться с ними на как раз практике. Мы давно работаем вместе с Госкомитетом Якутии по занятости, участвуем в ярмарках вакансий, профориентационных встречах, вместе помогаем ребятам разобраться, какие специальности сейчас востребованы в энергетике. Видим поддержку при реализации проектов целевого обучения, благодаря этому молодежь быстро находит свое место в отрасли, а у нас растет пул перспективных специалистов. Планируем развивать сотрудничество и расширять его форматы. От этого выигрывают все.
Прием документов на целевое обучение продлится до 25 июля. Абитуриенты еще могут выбрать одно из предложений работодателей и получить не только возможность бесплатного обучения, но и гарантированное место работы после окончания вуза. Лилия Бурцева, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии количество телемедицинских консультаций за последние 6 лет выросло в 4 раза, достигнув 41 тысячи в год. По данным Минздрава республики, цифровые технологии обеспечили жителям отдаленных районов равный доступ к высокотехнологичной помощи. Система позволяет врачам на местах проводить сложные экстренные манипуляции под дистанционным контролем экспертов и использовать единую базу медицинских изображений. Кроме того, почти в 10 раз увеличилось число консультаций с ведущими федеральными центрами страны. В Нерюнгринском районе действует комплексная система поддержки участников СВО и членов их семей. Она включает федеральные, региональные и муниципальные льготы, выплаты, освобождение от уплаты налогов, а также помощь в медицинской, социальной и жилищной сферах. Подробнее в следующем материале. Один из координаторов предоставления региональной помощи – Управление социальной защиты населения и труда. Специалисты ведомства в приоритетном порядке занимаются оформлением социальных выплат и льгот. Ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов предоставляется компенсация расходов на оплату жилья и взносов на капитальный ремонт в размере 50%. А также существует помощь в газификации и отоплении. То есть граждане могут обратиться за единовременной материальной помощью на подключение жилых домов к централизованному теплоснабжению либо газификации. Сумма выплат составляет до 125 тысяч рублей. Сегодня защитники Родины могут заключить социальный контракт на открытие собственного дела по упрощенной схеме. При оформлении контракта доходы семьи бойца не проверяются. Это позволяет максимально быстро запустить бизнес и получить стартовый капитал. Граждане, которые демобилизовались, имеют право обратиться в Фонд защитников Отечества, получить рекомендацию от них на заключение социального контракта на открытие своего дела до 500 тысяч. Заявитель должен стоять на учете в Центре занятости населения как безработный или ищущий работу. Если ветеран СВО имеет инвалидность первой или второй группы, он может передать право на социальный контракт своей супруге. Существует также финансовая помощь в случае ранения бойца. В зависимости от тяжести полученного увечья, ранения, травмы или контузии, военнослужащим выплачивается 100 тысяч, 500 тысяч, либо 750 тысяч рублей. Если боец находится на лечении и к нему выезжает один из членов семьи, либо близкий родственник, республика компенсирует расходы. Размер данной выплаты – это размер двухкратной величины прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения в соответствующей зоне Якутии. Особое внимание уделяется всестороннему восстановлению здоровья. Программы медицинской и психологической реабилитации разработаны не только для самих возвращающихся бойцов, но и для их родителей. Большая работа по предоставлению мер поддержки участникам СВО и их семьям продолжается на территории района и республики. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Свыше 400 индивидуальных и групповых занятий провели якутские психологи для участников СВО и членов их семей. Работа ведется не только на территории республики, но и по госпитальному направлению в Ростове-на-Дону. Об этом в ходе брифинга сообщил директор Якутского психологического центра Владимир Скрябин. Он напомнил о том, что получить помощь от специалиста можно как в Якутске, так и в районных филиалах центра бесплатно. Дополнительно в столице региона есть возможность пройти лечение нейрофизиологическими аппаратами. Они направлены на устранение последствий боевого посттравматического стрессового расстройства. Записаться на занятия консультации к психологам можно по номеру 31 91 09. Также по всей республике работает круглосуточный телефон доверия 8 800 100 35 50. Обращение в наш центр анонимный, конфиденциальный, не только по направлению специальной военной операции. Можно записаться под псевдонимом для участников спецоперации, подтвержденных членов их семей, а также по иным кризисным направлениям. Услуги Якутского республиканского психологического центра бесплатны. В эти дни столица Алмазного края, город Мирный, празднует знаменательную дату – 71-ю годовщину со дня основания. Одновременно отмечается профессиональный праздник День алмазодобывающей промышленности. Торжества, посвященные этим событиям, начались с возложения цветов памятников основоположников города. Подробности об этом далее в сюжете.
История Мирного неразрывно связана с одним из важнейших геологических открытий XX века. Именно это открытие предопределило появление города на карте. В июле месяце работники Амакинской экспедиции, разбив первые палатки и срубив деревянные дома зимовья, на левом берегу Ирелях заложили основу будущего города, дав ему имя Мирный. В исполнении 71-й годовщины со дня образования города Мирного и алмазодобывающей промышленности мы проехали по памятным местам, благодаря кому город образовался и город развивался. То есть первое, конечно, это был у нас Хабардин, тот, кто нашел, скажем так, первый алмаз, да, и в дальнейшем тоже название города, благодаря вот той знаменитой телеграмме «Закурили трубку мира, табак отличный». Дальше проехали уже по тем местам, памятник Каюру, Столетие Победы, потому что именно наш город строили ветераны Великой Отечественной войны. Буквально сразу после победы 1945 года, уже здесь в 50-х годах началось строительство города Мирного. Кульминацией праздничных мероприятий стало торжественное собрание общественности, на котором были вручены различные награды отличившимся жителям. Особого признания удостоился Александр Меньшов, получивший звание почетного гражданина города, высшую награду, символизирующую неоценимый вклад в развитие Мирного. Это не только высокая заслуга за ту производственную и общественную деятельность, которую я проводил это время, но это и определенный аванс на будущее. Я обещаю, что на всех горных вершинах, на которые удастся совершить восхождение, будет развиваться флаг города Мирного, ну и Мирнинского района, конечно, тоже. Двухдневная программа празднования насыщена событиями для жителей и гостей города. Основные мероприятия развернулись в городском парке, где для всех желающих организованы разнообразные мастер-классы, выставки-продажи и демонстрация специализированной техники. Праздник Мирном – это не только повод вспомнить славную историю становления города и алмазодобывающей отрасли, но и возможность для жителей собраться вместе, почувствовать единство и гордость за родной край. Анна Васильева, Мирный. Ежегодная выставка-ярмарка «Город мастеров» снова собрала умельцев республики прямо в сердце столицы. О том, как улицы старого города превратились в центр притяжения творчества и моды, расскажет Степан Черненко. Под открытым небом развернулись торговые ряды, где каждое изделие – результат кропотливой работы. Традиционная ярмарка уже третий год радует жителей города своим ассортиментом авторских вещей. Не только национальные украшения делают, там обереги делают, керамист у нас сегодня тоже есть, и художники есть, и наши коллекционеры тоже участвуют. Их сегодня 2 человек из коллекционеров. В этом году площадка объединила около 10 талантливых мастеров. Анастасия Егорова является одним из участников выставки. Она вместе с подругой решила создавать собственные авторские футболки с национальным колоритом. Решили немножко коммерциализацию сделать, в этом плане, и начали с футболок. Вот у нас футболки, шоперы представлены, и разнообразие рисунка авторские, они не повторяются, и поэтому, соответственно, буквально каждая работа – это индивидуальный подход. Вот на этой футболке показаны символ Якутии, так скажем, 5 букв якутского алфавита, которые складываются в слово «Овум». Город мастеров порадовал гостей своими мастер-классами, благодаря которым можно было сделать собственные украшения. Анна Бояршинова уже 3-й год занимается рукоделием и обучает этому других. Часть идей я смотрю в Пинтересте, где-нибудь там в интернете, а часть у меня, допустим, перстни, они все импровизация. Просто начинаю делать, и само получается так. Подобные уличные маркеты проводятся в рамках поддержки местных самозанятых граждан и предпринимателей. Площадка позволяет ремесленникам бесплатно презентовать свои товары, реализовать продукцию напрямую без посредников и оценить реальный потребительский спрос. Степан Черненко, Семен Семенов, Якутск.
Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.